Добрый день, ребята! Вы знаете, меня зовут Шинасылсая Шоханкызы. Дисциплина у нас называется «Основы предпринимательской деятельности». Тема урока – это «Основы маркетинга». Давайте начнем. Что такое маркетинг? Маркетинг – это извлечение прибыли из удовлетворения какой-то потребности потребителя. Цель маркетинга – увеличить количество клиентов, обещая им высшую ценность, и сохранить имеющихся клиентов, постоянно удовлетворяя их меняющиеся запросы. Маркетинг у нас встречается не только в частных компаниях, в корпорациях, но мы можем ее встретить и в университетах, в больницах, в музеях. То есть всем нужны клиенты, для этого и используют маркетинг. Иногда маркетинг используется для создания бренда частного лица. Например, имя Дональда Трампа на бутылках с водой, на одежде, на зданиях. Также у нас существует маркетинг мест. То есть страны рекламируют определенные места, Еще существует маркетинг идей, когда до людей хотят донести образ жизни. Сам маркетинговый процесс, его можно представить следующим образом, В ходе первых 4 компания пытается выяснить потребности клиентов, создать потребительскую ценность, сформировать отношения с клиентами. И только на последнем этапе компания начинает зарабатывать, то есть получать стоимость от клиентов во имя обеспечения прибыли и создания клиентского капитала. Первый этап. Что такое нужда? Нужда – это испытываемый человеком недостаток в чем-то. Какие существуют нужды у человека? Это физические и социальные нужды. Физическим нуждам что мы относим? Это еда, это одежда, безопасность, а социальные нужды, то есть человек всегда нуждается в общении, с кем-то. Следующее – это потребность, это тоже нужда, но она связана больше с культурным уровнем человека. Например, голодный американец, о чем он мечтает? Он мечтает о гамбургере. Следующее – запрос. Что такое запрос? Это максимальное удовлетворение за определенную сумму. Например, Honda Civic. Какие у нас запросы Honda Civic? Это скорость, это низкая цена, экономия, А Lexus нам что обещает? Комфорт, роскошь и высокий статус. Есть такое, еще, для того, чтобы следить за потребностями ваших клиентов, компания должна всегда держать с ними связь. Бывает так, что руководители иногда приходят в свою же компанию, как клиент, и весь день они обращают внимание, может быть, у людей существуют некоторые жалобы, например, может быть, нужна дополнительная касса или нужно разместить диваны. Давайте перейдем к товарам и услугам, Товары у нас какие бывают? Физические и осязаемые, Осязаемые – это у нас могут быть и услуга, и идея, Например, парикмахерская, она предоставляет, то есть стрижку, А, например, Диснейленд, она дарит нам впечатление. То есть не важен сам товар, а какую пользу он приносит людям, Например, фотоаппарат, он нужен для того, чтобы делать хорошие фотографии, Поэтому важны его характеристики. Поэтому, разработав сам товар, который удовлетворяет потребность, нужно расширять его ценность. Иногда бренд компании стоит больше, чем все его активы. В случае Microsoft, Что касается названия бренда, каким он должен быть, Он должен быть легко произносимым, Он должен быть индивидуальным. Также он должен легко произноситься и переводиться. Нужно еще и перепроверить его перевод на другие языки. И должен быть еще таким, чтобы его можно было зарегистрировать. Развитие бренда, В данном случае Samsung. Все товары компании Samsung, они под брендом Samsung.
то есть одного бренда. Когда, например, если с одним из товаров, который представляет компания Samsung, возникнут проблемы, это может отразиться на всем бренде, да? То есть на других товарах компании. Например, если перейдем к компании Johnson & Son, она производит каждый продукт под разными названиями, да? В данном случае вы видите Raid, да? Glade. Какая-то марка не приносит прибыль, они могут спокойно от нее избавиться. То есть это не принесет вред самому бренду Johnson & Son. Что касается маркетинга услуг. Маркетинг услуг, в отличие от маркетинга товара, он требует больше внимания, да? Потому что там непосредственно с потребителями работает ваш персонал. Например, для компании Ritz-Carlton персонал имеет огромное значение. У них был случай, когда клиент отеля заболел, и обслуживающий персонал приходил каждый час, наливал чай. То есть 90% клиентов, они возвращаются. Давайте перейдем к второму этапу маркетингового процесса. Это разработать маркетинговую стратегию, ориентированную на потребности клиентов. На каких клиентов ориентирована ваша компания, да? Для этого нужно будет рынок поделить на более мелкие потребители, которые различаются потребностями, характеристиками или моделями поведения. Этот процесс можно назвать сегментацией. Сегментировать можно по географическому принципу, да? То есть разделить рынок на страны, на регионы, на города, на сельские местности и на районы, да, в городах. Например, компания по производству низкокалорийных напитков, они размещают свои магазины рядом с клиниками для пациентов, да, которые избавляются от лишнего веса. Также компании стараются открывать магазины в небольших городах, где меньше конкуренции. Если сегментировать по демографическому принципу, то это возраст человека, его пол, это размер его семьи, это уровень доходов, род занятий, да, уровень образования, вероисповедание, раса. Например, компания Pepsi, она ориентируется на молодежь, а компания Coca-Cola, она больше ориентируется на взрослую аудиторию. Также компания Procter & Gamble со своим брендом Secret, она ориентируется на женщин. А компания Bugatti, она больше ориентируется на состоятельных людей. Теперь давайте сегментировать по психографическому принципу. Да? Это общественный класс, это образ жизни или тип личности. Например, компания Potter & Barn, американская компания, которая производит товары для дома, да, она больше ориентируется на состоятельных людей. Автомобильно-строительные компании могут делать акцент на людей, да, которые любят скорость, да, это машины, например, BMW, да, и безопасность. Таким машинам мы можем отнести машины компании Volvo. Если сегментировать по поведенческому принципу, то это как часто человек приобретает товар, да? Уровень обслуживания. Например, ресторан предоставляет наивысшее, да, обслуживание, фастфуды, да, то есть столовые, они для быстрого перекуса. Если вы будете пытаться ориентироваться на всех клиентов, вы рискуете снизить уровень обслуживания. Иногда компании идут на сокращение численности своих клиентов, снижая таким образом спрос. Это называется демаркетинг. Они делают это, во-первых, чтобы сделать свой товар более эксклюзивным. Сюда можно привести пример такую компанию, как Bugatti, да? А во-вторых, когда не справляется с ростом спроса, для каждого сегмента могут потребоваться разные продукты и маркетинговые товары. Например,
Макдональдс, когда хочет привлечь молодую аудиторию, они ставят в рекламах молодежную музыку. Для взрослой аудитории они ставят более спокойную музыку. Чтобы сегментирование было более эффективным, оно должно обладать следующими характеристиками. Первое – это измеримость. То есть вы должны знать, сколько человек относится к тому или к следующему сегменту. Например, в США 33 миллионов левшей, да? То есть вы должны это знать, когда производите продукт, да? Во-вторых, это существенность. То есть рыночные сегменты должны быть достаточно велики и прибыльны, чтобы заниматься их обслуживанием, да? Например, для производителей автомобилей будет невыгодно производить специальную модель для потребителей ростом меньше 120 сантиметров. В-третьих, сегменты должны иметь различия, ярко выраженные отличия от других сегментов. Например, замужние и незамужние браки женщины одинаково реагируют на методы продажи косметики и парфюмерии, поэтому их не стоит относить к разным сегментам. Это один сегмент. В-четвертых, пригодность. Для каждого сегмента должна быть разработана своя маркетинговая программа. Если у вас не хватает на это денег, то, возможно, вам стоит сократить количество сегментов. В-пятых, специализация. Если вы только открываете бизнес, нужно выбирать узконаправленный сегмент людей, менее конкурентный, где вы сразу можете найти своего клиента. Например, это одежда для полных. Но иногда компании приходится иметь дело с самыми разнообразными покупателями, поэтому подстраиваться под какой-то сегмент им невыгодно. Поэтому они выбирают недифференцированный маркетинг. Что это значит, недифференцированный маркетинг? В данном случае реклама, она направлена на всех. Это обеспечивает компании экономию средств, так как ей не требуется средств на исследование, на планирование по отдельным сегментам. Но таких компаний довольно мало, в основном все ориентируются на своего клиента. Еще есть такое, что по мере развития компания конкурирует сама собой. Например, компания Procter & Gamble, да? Если вы обратите внимание на слайд, то она имеет, например, 5 кремов, да, для лица, 5 шампуней, 5 порошков. Да? То есть все эти бренды, они конкурируют между собой. Есть еще такое понятие, как микромаркетинг. Да? Он делится на локальный маркетинг и на индивидуальный маркетинг. Что такое локальный маркетинг? Это когда вы приспосабливаете бренд и продвигаете его для отдельных групп. Например, если вы посмотрите на слайд, кола в одних странах, она производится в пластиковых бутылках, да, то есть продается, а в других странах, например, в Японии, да, она чаще продается в жестяных, да, бутылках. Что такое индивидуальный маркетинг? Он позволяет человеку подстроить товар под себя, да? В данном случае это у нас что? То есть это изготовление гольф-клюшки под себя. Как обеспечить им наилучшее обслуживание, да? Как дифференцировать и позиционировать себя на рынке? Что такое у нас стоимость компании? Стоимость компании – это выгода плюс ценность, которую вы обещаете своим потребителям. Например, компания Subaru, она обещает безопасность, да, для каждого своего клиента. Карты Visa, они обещают быть везде, где вы, возможно, будете. Да? Или, например, компания фитнес-вода Propel, она для тех, кто находится в постоянном движении. Да? То есть благодаря таким уникальным предложениям один бренд, он отличается кардинально от другого, даже если вы производите одинаковый товар. Еще можно сделать какой-то символ, по которому вас будут узнавать. Например, Марио предоставляет Nintendo, а Микки Маус Disney. Это может быть и цвет. Например, у IBM он синий, а у Kodak это сочетание желтого с красным. Есть еще в маркетинге
5 стратегий позиционирования. Первое – больше за больше. Да? Это когда у вас более высококачественный товар или услуга по более высокой цене. Например, компания Starbucks, она изначально, да, продавала кофе дорого. Следующая стратегия позиционирования – это больше за столько же. Это когда товар более высокого качества, да, предлагают по средней цене. Сюда можно отнести автомашины компании Camry, которые по качеству не уступали американским, да, машинам, но продавалась она в 2 раза меньше, да, за сумму в 2 раза меньше. Следующая стратегия – это больше за меньше. Это когда товары лучше по цене и качеству. Например, компания Procter & Gamble, она говорит, что ее продукция по сравнению с конкурентами по качеству ничем не уступает, но по цене она дешевле. Следующая стратегия позиционирования – это столько же за меньше. Например, в Amazon, да, люди могут купить те же товары, но на 5-10% дешевле. И последняя стратегия позиционирования – это меньше за намного меньше. Это когда компании предлагают товары невысокого качества по низкой цене. Сюда мы можем привести пример компании Southwest Airlines. У них нет первого класса, да, на борту и не предлагают еду. Есть еще такое понятие, как пожизненная стоимость клиента. Что это значит? Это значит стоимость всех покупок, которые он мог бы совершить в своей жизни на протяжении значительного отрезка жизни. Поэтому, если клиенту попался некачественный, то есть бракованный товар, следует его заменить. Иначе вы потеряете не только данного клиента, но и ту прибыль, которую он мог бы принести. И еще есть такое, что клиент может написать плохие отзывы о вас, да, или плохо зарекомендовать вас, да, своим родственникам или соседям. Давайте перейдем к категории клиентов. Да? Выстраивание клиентского капитала. Клиентов можно подразделить на 4 категории. В каждой категории должен быть свой подход. Чужаки – это люди, которые покупают мало или не покупают вовсе. На них не стоит тратить свое время. Следующая категория клиентов – это бабочки. Они делают большие покупки, но редко. Поэтому такие моменты компания должна выжимать от них максимум возможного. Следующая категория клиентов – это друзья. Это те клиенты, которые постоянно у вас покупают и постоянно вас рекламируют. С такими клиентами вам нужно всеми силами поддерживать прочные и продолжительные отношения. И последняя категория клиентов – это прилипалы. Это те клиенты, которые постоянно вас отвлекают, пишут вам, звонят, но не покупают. От таких клиентов, как и от чужаков, нужно избавляться. Мы прошли весь маркетинговый процесс. Дома нужно будет прочитать тему, просмотреть презентацию, изучить. Думаю, вам будет интересно. Спасибо за внимание.